В Якутске хотят отменить выборы мэра. Это инициатива республиканских депутатов. Сегодня Якутск остается одним из 4 административных центров России, где мэр выбирается путем прямого голосования. В России прямые выборы мэра остались в Абакане, Хакасия, Анадыре, Чукотка и Хабаровске. В 2023 году отменили прямые выборы мэра в Улан-Удэ и Новосибирска. И в 2022 году в Томске. Якутское отделение партии «Яблоко» и его руководитель Анатолий Наговицын призвали всех на митинг против произвола парламентариев. Митинг состоялся сегодня, 24 ноября, на улице, в сквере имени Гагарина. Людей было меньше, чем полиция, но и те, кто пришел, самые смелые, не побоялись ни холода, ни полиции, ни провокаторов. Внимание к проблеме привлекают и якутские националисты, такие как, например, депутат самовыдвиженец Владимир Паскачин, бывший глава Верхневилюйского улуса. Он тоже выступил на митинге с очень правильными словами за свободу, за демократию. Кстати, инициатива отмены выборов принадлежит депутату Илтумен Виктору Федорову. Его семья уже много лет проживает в курортном местечке в Испании, там он имеет недвижимость, туда отправляет деньги, так что вряд ли Виктор Федоров видит свое будущее в республике Саха. А Анатолия Наговицына сразу после митинга задержали. Его вменяют шествие внутри сквера, выход за его пределы. Жалобу на политика написал мэр Якутска Евгений Григорьев. Этим решением в республике укрепляется вертикаль власти, и во главе одного из самых протестных городов России будет стоять проверенный чиновник, полностью подвластный Арсену Николаеву и, соответственно, Путину. Отчитываться перед горожанами он не будет, выслушивать их мнение и решать их проблемы напрямую тоже. Спасибо за внимание, мы следим за развитием событий. Подписывайтесь на канал Движения за независимость Саха, ставьте лайки, комментируйте. За нашу и вашу свободу.